России уходит на самоизоляцию. У Михаила Мишустина подтвердили коронавирус. Праздник весны и труда в интернете. Как стать частью праздника в социальных сетях. В Ленске подвижки льда гидрометеорологи назвали уточненный прогноз вскрытия Лены на участке Ленск-Ньюя. Здравствуйте! В эфире новости, в студии Юлия Великодная. Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в формате видеоконференции. Также премьер подчеркнул, что в связи с болезнью он уходит на самоизоляцию и еще раз призвал граждан России оставаться дома. В свою очередь глава государства пожелал председателю правительства скорейшего выздоровления и сообщил о том, что в ближайшее время подпишет указ о назначении на должность временно исполняющего обязанности премьер-министра страны первого вице-премьера Андрея Белоусова. При этом Мишустин отметил, что несмотря на сложившиеся обстоятельства, он останется на связи с президентом и министрами, а Кабмин продолжит свою активную работу. Стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. В этой связи и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я, соответственно, должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписания врачей. Это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег. Правительство продолжит работу в штатном режиме, и я планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону и видеосвязи с вами, Владимир Ильич, по всем основным вопросам. А в качестве временно исполняющего обязанности предлагаю кандидатуру Андрея Ремовича Белоусова. В Якутии еще двое выздоровели от коронавируса. Их выписали из инфекционной больницы Якутска после полного выздоровления. Проведенные после лечения повторные комплексные исследования на наличие заболевания, они показали отрицательный результат. Еще 6 человек выписаны из больницы Алдана. Таким образом, 8 человек, а всего 35 пациентов в Якутии полностью излечились от коронавируса. Вскрытие Лены на участке Ленск-Ньюя по уточненному прогнозу УГМС ожидается 1-3 мая. Максимальные уровни воды весеннего половодья на реках бассейна Лены и Северо-Востока ожидаются в пределах средних многолетних значений, говорится в сообщении. Нижняя кромка ледохода наблюдается у населенного пункта Хамра, а верхняя – у Крестовский. Протяженность ледохода – 80 километров. Отмечается, что за сутки ледоход продвинулся на 50 километров. В Ленске подвижки льда уровень воды составляет 383 сантиметра. На участке Ленск-Алекминск продолжается суточный рост уровней воды. Глава республики Айсан Николаев поздравил якутян с 1 мая, праздником весны и труда, и пожелал крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и добра. Он также отметил, что первомайский праздник мы должны провести дома, в кругу родных и близких. В этот непростой период, когда наша республика, как и страна в целом, противостоит опасной болезни, нам как никогда раньше необходимо проявить сплоченность, показать свое неравнодушие. Международный день солидарности трудящихся Федерация профсоюзов Якутии призывает присоединиться к профсоюзным акциям на странице ведомства Саха-Проф. Челлендж под единым хэштегом «1 Якутия 2020» покажет заинтересованность трудящихся республики в решении вопросов социальной и трудовой справедливости, а наша солидарность привлечет внимание общества к проблемам человека труда. Также в Федерации профсоюзов Якутии был объявлен республиканский дистанционный вокальный конкурс среди трудовых коллективов «Пою о родине моей». Желаю, чтоб труд был посильным, достойным, добросовестным и честным. Всегда твердо идите по выбранному пути к своей мечте, отбросив лень, не боясь препятствий, преодолевая преграды. Да воздастся вам по делам и заслугам. Пусть будет вдохновение и желание работать, а труд ваш будет радостным, без уныния и разочарования. Пусть живет в ваших сердцах любовь и надежда на хорошее светлое будущее. Дорогие коллеги, дорогие друзья, поздравляю всех вас с праздником 1 мая от имени Горкома профсоюзов госучреждений города Нерюнгри. Мы передаем вам наш пламенный привет, пожелания мира, пожелания добра, пожелания крепкого здоровья, успехов вам во всех начинаниях. Пусть все будет хорошо.
Пусть славится наша республика Саха-Якутия. Слава профсоюзам! Поздравляю! 1 мая – праздник каждого жителя нашей многонациональной республики. В этот день даже в самых отдаленных уголках всегда проходили митинги, шествия, демонстрации. Пусть это весной мы не поздравим друг друга воочию. Празднику все равно быть. Дорогие земляки, с 1 мая пусть труд каждого будет востребован и оценен по достоинству. От лица профсоюза энергетиков Республики Саха-Якутия, от себя лично, я желаю вам счастья, радости, добра, здоровья. С праздником, дорогая, родная Якутия! Для жителей Мирного в интерактивном формате будет представлена программа различных мероприятий. Вещания будут проходить как по радио, так и по телевидению. Это совместный проект медиакомпании «Алмазный край» и профсоюза «Профалмаз». Подробности у Иваны Филипповой. Еще один повод остаться дома. Ищи себя на демонстрациях. С 1 по 5 мая телеканал «Алмазный край» в YouTube-канале покажет архивные записи с празднования 1 мая. Хроника начиная с 1998 года. Для профсоюзов 1 май был и остается Международным днем солидарности трудящихся. В этом году празднику исполняется 130 лет. Сохраняя вековые традиции, 1 мая профсоюз «Профалмаз» совместно медиакомпанией «Алмазный край» приняли решение праздновать с учетом нынешних реалий. Впервые 1 мая пройдет в интерактивном формате. У нас в соцсетях тоже пройдет большая акция. Это «Мир. Труд онлайн», в которой тоже могут принять жители нашего города участие, могут выставить свои фотографии, какие-то интересные выступления, свои поздравления и также поучаствовать в этом конкурсе. 1 мая радиостанция «Алмазный край» с 10 утра проведет праздничный эфир с поздравлениями. Ровно в 12:00 запустит специальный проект «Включай 1 май» на радио «Алмазный край». Это будет самый масштабный проект, который объединит более 50 предприятий «Алроса», учреждений и организаций региона. Попросили этих представителей, во-первых, поделиться своими поздравлениями для коллектива, для жителей Алмазного края с этим праздником. И также рассказать о том, что лично для них принес 2019 год, прошлый 2019 год, каким он запомнился. А также вспомнить тех коллег, которые особенно отличились в прошлом году. То есть похвалить их, поощрить и теплым словом, так сказать, поощрить. Можно будет услышать и в Айхале, и в Удачном, и в Мирном, и в Ленске. Участниками проектов могут стать все желающие. Важно общее выступление, говорят организаторы. Именно это во все времена было сутью первомайских праздников, когда народ сплачивался и дружно выходил на улицу с транспарантами, встречая праздник мира и труда. Руководство Алроса и Мирнинского района просит жителей не выходить в дни майских праздников на улицу и по возможности минимизировать выезды за город. Лучше в этом году отметить праздники дома и не рисковать здоровьем близких. Ивана Филиппова, Марина Крутихина, Денис Сиротин. Телеканал «Алмазный край». В Якутии продолжают оказывать психологическую помощь во время пандемии коронавируса. Появились все основные стрессовые факторы. Новизна ситуации, непредсказуемость, неоднозначность и потеря контроля. Востребованность психологической помощи во время пандемии коронавируса многократно выросла. Центр социально-психологической поддержки семьи и молодежи ежедневно оказывает необходимую психологическую помощь населению республики. С объявления режима повышенной готовности активизировалась и работа горячих линий. Их номера вы видите на своих экранах. Ограничения на выезды в лес ввели в Якутии. Глава республики Айсен Николаев поручил ограничить выезды жителей в лесные массивы и за город в период майских праздников. Глава республики поручил усилить информационную и разъяснительную работу среди населения районов и городских округов республики. Люди должны понять, что от того, насколько в эти дни будут соблюдаться ограничения, напрямую зависит, сможем ли мы остановить инфекцию, либо произойдет рост больных с дальнейшим ужесточением карантина, пояснил он. Оставайтесь с нами, мы следим за развитием событий.